Ütü gününen kündü Rossiya Federasyasının hotugulu ilingen orottарын tılların, onna kulturların önüstüydün ustujonlara. Ehigini bargıtın Rossiya ustujonların gününen itetik istindik ağırdalıydı. Студенческие годы – это один важнейших жизненных этапов, время для новых свершений и побед. Пусть студенческие годы летят легкой чередой, оставляя лишь самые лучшие воспоминания и приближая вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей карьеры. Предоставляем слова поздравления проректору по экономике и инфраструктуре Павлову Герасиму Николаевичу. Добрый день, дорогие наши студенты, преподаватели, саха, кылын, патологии, народтар, дөрит культураларын, уаны кылдарын институт студентлерге, уаны уячыларга уруй айхай болду. Поздравляю с праздником, Днем Святой Татьяны, Днем студенчества российского. Желаю, чтобы всех было крепкое здоровье и светлое будущее. Студентам я желаю, чтобы отведенные вам 4-6 лет времени на развитие вы не теряли даром, чтобы вы больше занимались саморазвитием, чтобы каждый день у вас был направлен на собственное развитие. Не забывать о том, что в будущем все, что вы здесь получите, пригодится в вашей будущей жизни. Сахавут сирен саргыта сайдыта сахатуллах кей сайдыта эйта тулуктаван нуман егенан бүгүнлерге тил балкын эге тогалактыга тарарга гынын уяңа чинчиге илбак лематын итин кенники болар кеммитигер онтукут айгага тугалыга жен үстү төгүл бэм багасынабы ердеби. С высоты прожитых лет, мне уже 55 лет, я это не скрываю, да? Могу сказать, что вспоминая свое время студенческое, а это время было 85 по 92 год, я вспоминаю с очень большой теплотой. Друзья мои, которых я приобрел в годы студенчества, это самые наилучшие друзья. Поэтому, но в то же время я, вспоминая эти годы, иногда думаю так, что надо было это время провести немножко еще по-другому. Надо было уделить больше внимания на исследовательской деятельности, больше заниматься самообразованием, больше заниматься получением дополнительных каких-то компетенций, как сейчас говорят, да, каких-то знаний, чтобы умений было, потому что потом времени становится совершенно мало для этого, да. Выкроить время в суете постоянных иных проблем, семейных вопросов и так далее, так далее, так далее. Выкроить время на саморазвитие становится очень сложно. Поэтому вам необходимо это время провести с большей отдачей, большим пониманием. Еще раз с праздником. Но это самое веселое время, кстати. Самое веселое время, потом таких времени не будет. Потом будет работать семья и дети. Поэтому веселитесь, радуйтесь, но не забывайте про учебу. Спасибо. За высокие достижения и результативность в олимпиадной деятельности, активное участие в жизни университета и в связи со Всероссийским днем студенчества благодарственным письмом ректора Северо-Восточного федерального университета награждает Дьяконова Алина Александровна, студент 4-го курса ИАК НЦВРФ, победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Языки коренных народов Сибири и Урала». Здравняева Семенки Аркадьевна, студент 4-го курса ИАК НЦВРФ, победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Языки коренных народов Сибири и Урала». Бугаева Жанна Артемовна, студент 2-го курса ИАК НЦВРФ, победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Языки коренных народов Сибири и Урала». Егорова Светлана Сергеевна, студент 2-го курса ИАК НЦВРФ, серебряный медалист открытых международных студенческих интернет-олимпиад по дисциплинам гуманитарного цикла.
Пономарев Евгений Матвеевич, студент второго курса ИАК НСВРФ, победитель Всероссийской студенческой олимпиады «Форсайт Педагогика». Кривошапкина Мария Васильевна, студент третьего курса ИАК НСВРФ, победитель 10-й международной олимпиады «Тюрен 2023». Слепцова Заряна Альбертовна, студент первого курса ИАК НСВРФ, серебряный медалист Всероссийской олимпиады по педагогике. Барабанская Анастасия Евгеньевна, студент первого курса ИАК НСВРФ, бронзовый медалист Всероссийской олимпиады по педагогике. Гуляева Нургиана Васильевна, студент второго курса ИАК НСВРФ, за активную общественную деятельность. Тылпағайғыры анықтағы дұрғаны сүрігі абыладым, ейіні ұғындырдың. Үтіз 90 тығының көрсеуққа орынқыды хүрбі бір білік ұстыжоның Громов әрсаны. I am a long
Өссібінде үтіспітті әміліқте қайын. Жыл білген кандидатыгар Россия Федерациятын Ходолукулу илинги народтарын тылларын онна культуратын институтын директоригер Гаврил Григорьевич Таратоевка. Kökünün ünlü hüyatçılar onun sucuğunda. Bir iki üç tane de. Kökünün teşekkür. Ünlü hüyatçılar onun sucuğunda. Sevgili bölümden bu Россия günün biletiner, stüdyonlar günlerinden bir sürü delibin. Дорогие коллеги, студенты, поздравляю всех вас с Днем российского студенчества. Хочу сегодня вам напомнить историю данного праздника, поскольку среди вас сидят первокурсники. По старому календарю 12 января, а по новому 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. Через 250 лет указом президента России от 25 января 2005 года эта дата отмечается как День российского студенчества. Татьянин день получил свое название в честь святой мученицы Татьяны Римской, покровительницы студенчества. День студенчества, несомненно, стоит упомянуть достижения наших студентов. В течение последних 10 лет наш институт лидирует в университете по студенческой науке. Это вы все знаете, наверное. Многие наши студенты не раз становились стипендиатами, именными стипендиатами, государственными стипендиатами и победителями всероссийских, международных конференций и научных конкурсов. Студенческое научное общество нашего института «Ясно» под руководством Серемятникова Нюргуна проводит разные мероприятия для привлечения студентов в научную деятельность. Наша команда в 2023 году завоевала первое место во Всероссийской студенческой олимпиаде «Языки и литература народов России» в городе Горно-Алтайск. Первое место во Всероссийской студенческой олимпиаде «Языки коренных народов Сибири и Урала» в городе Кызыл. А во Всероссийской олимпиаде по педагогике, которая проходила в городе Чебоксары, в личном первенстве Слепцова Заряна завоевала серебряную медаль, а Барабанова Анастасия бронзовую медаль. Егорова Светлана выиграла серебряную медаль в открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по экономике в городе Йошкар-Ола. Мы смело можем утверждать, что самые креативные студенты обучаются у нас. Наш танцевальный ансамбль «Уран» всегда участвует в масштабных культурных мероприятиях республики, России. Не будет преувеличением, если я скажу, что ансамбль «Уран» — это гордость всего нашего университета. Ансамбль является обладателем гран-при республиканского конкурса «Танцует Якутия», гран-при Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», лауреат первой степени международного хореографического конкурса «Звездный континент» в городе Казань, абсолютный победитель интернационального проекта «Таланты Евразии»,
Участвовал в культурной программе Восточного экономического форума в городе Владивосток. И также они участвовали в разных мероприятиях, даже за рубежом, например, в Китае. Участник данного ансамбля, непомнящий Гаврил, стал победителем 3-го сезона танцевального проекта «Винкюле» на канале НВК «Саха». Максим Голобарев. Здесь вы, Максим? Ага. Наш звезда, можно сказать, нашего института. Стал обладателем титула «Мистер Дальний Восток» и номинации «Мистер Талант» во всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны» в городе Ставрополь. Вчера Максиму вручили почетную грамоту ректора, отметили. Аплодисменты Максиму. Может быть, вчера кто-то был в культурном центре? Есть такие ребята, да? Были? Вчера поистине грандиозное шоу подготовили нам студенты. Очень отрадно было нам наблюдать за ними. Например, ключевые роли в основном исполняли наши ребята. Например, ведущие, танцоры, певцы и массовка. В основном это наши ребята были. Хвала и респект вам, ребята. Вчера наш ректор Анатолий Николаевич 2024 год объявил годом истории в СУФУ под девизом «От истоков к будущему». Студенты института успешно совмещают работу, то есть учебу с работой в области СМИ. Так, студенты кафедры якутской литературы Федоров Николай, Томская Сардана, Иванова Айсена, Терентьева Велена работают в сфере радиовещания. Аянитов Никита, Федоров Николай ведут телевизионную программу «Санакин» в НВК «Саха». Садовников Эльдар является редактором республиканской газеты «Саха Эдерсас». Я чуть было проговорился. Возможно, он в будущем станет редактором газеты «Саха Эдерсас». Айтам Павлов, корреспондент ВГТРК Якутия-24, стал обладателем журналистской премии «Лучший дебют 2023 года». Студенты Власева Аина, Филиппова Анастасия, Никифорова Натали и другие исполняют главные и второстепенные роли в якутских сериалах. Я думаю, вы по каналу НВК смотрите все, да, сериал, который сейчас идет, «Энере». Там как раз главную роль исполняет наша студентка. И мы надеемся, что их карьера в будущем сложится, и нам очень приятно наблюдать за их актерской игрой наших студентов. Студенты Алексей Шамаев, Никита Аянитов, Михаил Шамаев, Саина Шамаева участвовали в конкурсе молодых сказителей Оламхобату на телеканале НВК «Саха». Давайте пожелаем ребятам, чтобы они никогда не оставляли это благородное дело и всемирно развивали свое сказительское мастерство. Также наши студенты работали и работают волонтерами на разных площадках страны, в том числе гидами, экскурсоводами по программе «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» на ВДНХ в городе Москва. Наши ребята ежегодно выступают волонтерами в таких мероприятиях, как молодежный фестиваль «Мусусутар», общероссийская акция «Мы вместе», Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» и другие. Вы знаете, что летом в городе Якутске пройдут международные спортивные дети Азии. Многие студенты также будут привлечены
по данному мероприятию. Хочу привести несколько примеров по саморазвитию студентов бакалавра. Иванова Эльвира, знаете ее? Она здесь, нет? Она является директором книжного магазина Starbucks, а Гаврильев Тимофей – научный сотрудник литературного музея. Это наши студенты-бакалавры. Они совмещают учебу с работой. И таких самозанятых, перспективных студентов у нас много. Очень скоро сегодняшние студенты, вы будете определять вектор развития нашей республики. Именно от вас будет зависеть дальнейшее развитие образования, науки и культуры нашей республики. Поэтому учитесь всему, что актуально на сегодняшний день, мечтайте, воплощайте в жизнь самые смелые идеи и проекты. Уверенно двигайтесь к заветной цели, не сбиваясь с пути. Будьте настойчивыми и усердными, тогда все обязательно у вас получится. Счастья и благополучия, мира и любви, новых свершений и ярких побед. Адалия Ханабын кылгастыгы мен хакалын ехпін барыбын, күнді студионнар, тәйгіні барғыдың бұл студион күнінен, жарға болан аспыты студион күнінен, естіліқтен әғаптен ебін. Бұл студионлықтен олыс кылгастым. Олығында бұғылақ, кеге олығыр, олық суралуат, соғылы қаларар, кеге студионнабыт кемін олыс күндітік аныр. Onun әйге бүкемге төһә кылларынан әлбәққа үйренің, олыққудың оңостың, сүрәққы даңарын көрсің, тапталғыдың бұлың. Онна елігіден бұл бейге республикабыз сайдарығар бүгігі әлбәғі үйеліғі айын тұтың деқпен бағарым. Барығыдығар күйінді керені сәрдігі ірағы бағарымын, барыллағы күт, барғардың, тұрымнағы күт, тұралуйдың. Әйген сұрамын бірген бастың көрдірілі студионна күтігер, бейге әрелбеттен стипендияны тұттырардың көңілі. Үйрәққа біліміңе үрдік сетихетін, ұлтура оны түбеттірі әнергер көқтіяқтық күтінен, бейге әрелбет анал стипендия анамытын тоғылыр сұрық тұттарылар Логинова Арина Григорьевна. Ба яғыр күнті білік студионға. Стипендия туттарылар, бенеге үстүкпүт сулугугар, наша звезда десінде. Голомарев Максим Анатольевичка. Бенеге әрелбет стипендия Туттарылар Стручкова Арина Григорьевна. По Хилберти Белев. Бенегер әлбет анал стипендия туттарылар Сметанин Василий Васильевичка. Ба яя Хилберти Белев. Егер әлбет анал стипендия туттарылар Садовников Эльдар Андреевичка.
Олты Зингердин бөлөк студенттер. Егер әлбет анал стипендия туттарылар Степцова Виктория Васильевна. 10 КК 19 бөлөк студенттер. Егер әлбет анал стипендия туттарылар Алтынаров Андрей Алексеевичка. 10 КК 22 бөлөк студенттер. Егер әлбет анал стипендия туттарылар Сыромятников Нюргун Егоровичка. 22 бөлөк студенттер. Егер әлбеттен анал стипендия туттарылар тенник көктөк олорго, арасы игага хитиле олорго. Онна бу стипендия урадыден бүгүн ахан катчытын бу эге уятчыларга комуян туттардылар. Анан уятчыларга мактап. Билген аны мактал суруктары туттарыхпыт. Благодарственным письмом награждается Аргунова Алена Петровна, студентка Института языков культурного Российской Федерации, за активную жизненную гражданскую позицию, инициативность, креативность и неоценимый вклад во благо развития и процветания нашего института. Ваша неиссякаемая энергия и творческая целеустремленность способствуют сохранению и приумножению культурных традиций института. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в новых начинаниях. Мактал групп туттарылар Шестакова Полина Афанасьевна. Мактал туттарылар Собакин Юргун Владимировичка. Мактал туттарылар Ушницкая Уйгулана Алексеевна. Мактал туттарылар биһиги үрүөппүтүгер ким болой? Громов Эрсан Прохоровичка. Мактал туттарылар Гаврилева Мираида Петровна. Мактал туттарылар Павлутская Яна Аркадьевна. Мактал туттарабын Иванова Уйгуна Николаевна. Туттарылар Семенников Семен Васильевич.
тапшырып Григорьева Варвара Ивановна. Bilgi Erenbet Anav Stipendiyya tutarılar İktistan Nömrövit Sermiyatnikov Nurgun Igorovич'te. Üstü bargıtıgar eğerde bolun bu ustujon gününen ana vakit sargılanın olkuyda vakit topulunun maksat. Ürü olof arkıha, ürü sana kınata, ürü duğa yeyide, ılla künkün kergede. Ustujon doğrun en migin umnuması ekilandien üründen evatilir, tottu hürpekki böl ustujona, çeymezava uruydana. Olayı benimle karşında dönem var kara
Фотоглу илиңи Федеральный университет ректорин Мактал Сургун Путарабын көмүллән Кривошапкина Мария Васильевна. Студенчество – это прекрасное время, чтобы жить и радоваться каждому мгновению. Желаем безграничного потока энергии, новых идей, стремлений и достижений. Пусть каждый день приносит смех и радость, новые знания и приятные знакомства. Успехов во всех начинаниях! На этом торжественная церемония завершается. Прошу всех подойти на общее фотографирование.